О том, как судебная власть подменяет собой законодательную, описал известный казахстанский юрист Дмитрий Братусь. На примере уголовного дела Аблязова автор публикации подробно раскрыл грубейшее нарушение принципов законности, допущенные судами при рассмотрении заявления АО «Табанк» об изменении способа и порядка исполнения приговора суда, в результате которого денежные обязательства, возникшие перед потерпевшим у одних субъектов, осужденных членов ОПК, теперь должны погашаться за счет активов других субъектов, работающих в Казахстане иностранных инвесторов. В конце своих размышлений юрист задается вопросами: если долги осужденных членов ОПК частично, на миллиарды тенге и миллионы долларов, взыскиваются с работающих в Казахстане инвесторов, свидетельствует ли такая позиция казахстанской Фемиды о снижении задолженности у тех, с кого она, задолженность, взыскивалась приговором изначально? В самом деле, не может же один и тот же долг увеличиваться, возникая у разных лиц, лишь по факту изменения порядка и способа взыскания. Или у нас возможно все? Неужели беглый олигарх заслужил такое прощение, а политическое одобрение имеется? Или низы снова подставили верхи, как отмечает далее итогом решения алматинских судов? Судьи Кокимжанов, Кененбаев явилось приостановление работы недропользовательского предприятия АО «Тарамуна и Газгеология» и увольнение более сотни работников, а также иски, готовящиеся к Казахстану в международных и иностранных судах. Понятно, что проще дотянуться до того, кто ближе. Пусть даже этот кто-то честно, добросовестно работает. Бегать за беглым олигархом по всему миру, нанимать за рубежом дорогих адвокатов – это, видимо, не так приятно. Так что в Казахстане возможно все. Запасаемся попкорном, дамы и господа. Albatross.